проплачивает российская агентура в Беларуси. Ну, можливо, некий человек, керуючись яким-нибудь інтелектуальними міркуваннями, довідатися про Соловйова набув, то я не сумнівся. Тим більше, що люди розповідають, що їм ці квитки дарили. Ну, це так само є показчик того, наскільки запотребована ось ця російська пропаганда в огляді Білорусі. Ми сьогодні прийшли роздати тим, хто удільничає, кому роздали квитки, ми записали 100 дисків DVD з фільмом «Who is Mr. Соловйов». Українці випустили цікавий фільм. Трошки ми їх вирвались. Хто хоче скинутися на вироби тих дисків, будь ласка, завершаємо, а поки що просто становимося, роздаємо людям. Давайте так, один наш лист. Любители театра и кино, мастацтва на такие пришли, да? Пані Ніно, давайте трошки розтягнемося. Потяснися, будь ласка. Приклад російсько-грузинської дружби. Їх роздати. Російсько-сирійської дружби. Росія – це завсёди війна. Там, де Путін каже, Росія не має межів, це війна. Росія приходить зі своїми військовими базами, зі своїми вішалками, зеленими чоловічками і починає нав'язувати свій лад панування. Сьогодні ми взяли ось такі диски, українські наші сябри випустили фільм «Who is Mr. Соловйов». І для тих людей, які от ми ведаємо, запитують журналісти, квитки їм просто роздають, вони не ведають, що це за мероприятие. Я думаю, вельми цікаво буде поглядіти на справжнє і можливе обличчя російської пропаганди. Мистер Ізлов же сегодня подчас працює конференції, він сказав, що може бути в таких масштабних подіях, як війни поміж Росією і іншими державами, його особа не така значна, перебольшена є значність. Може, це правда? Акція перебольшена, ви що скажете? Я, може, не зовсім зрозумів питання. Соловйов – ідеолог російської війни. Перебольшена його особа, його не перебольшує, але працює на тое, повеличувати агресію громадян Російської Федерації в дочиненні до всіх тих, хто не хоче жити по указці Кремля. Ён на гэта працює, ми супротстоїмо этой пропаганді. Все доволі просто. Дякую, дякую. Сабри, хто? Максим Міняск? 03074. Сабри, хто на концерт з подареними квитками? Диски, DVD. Нема старейших. Это журналисты перешкоджают. А вы вышли в Не, качестве просто кого? видите, что вы зрители мешаете просто. Проходу в зал наш. Тут ваша широкая лестница. Нет, это наша, так сказать, территория, так что
Фильмы про Соловьева. Кому подарили квиток? Соловьева, можете взять фильм про его. Бесплатно. Разбойник. Про Солов'я разбойник. Зараз її тискають. Я пробачу брат. Живя Беларусь! Живя! Живя Беларусь! Живя! Живя Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Россия! Это война! 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 И лживой пропаганде! Нет! Путину! Нет! Кремлю! Нет! Луганцы! Нет! Россия! Это война! Россия! Это война! Россия! Это война! Россия! Это война! Смотри, кто на концерт Соловьева Диски? Полицмейстер Соловьев, для вас, для вас. Ви бачите, всі нації, на Соловьева. Давай, ты Чего я должен Я не хочу не были представители Полтавы республики. Пуститесь в ней. Ниже это насколько? ниже эту ступень? Пожалуйста, нам не принципово. Халуи Кремля попросили спуститься. Ну, пожалуйста. Господар, господар, давай спустимся. Не будем. Халуям Кремля треба отримати. А, демократия. Ребят, аккуратненько, зачем? Зачем? Сами же идете. Давайте сами идем. Да, аккуратно. А я чем еще? Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Не треба нам кремлівських халуйов! Геть до хати Соловйов! У нас свои политинформаторы. Есть Белая Русь, есть Белорусский Республиканский союз молоді, есть свой президент. Литвинские суполки молодежные. Такие марочки, они там старожитные называют. И опора президента. Не кремлівським агітаторам! Не кремлівським агітаторам! Не кремлівським агітаторам! Не кремлівським агітаторам! Не інформаційній війні! Не інформаційній війні! Не інформаційній війні! Ну, то мало ли, конечно. У меня две руки, одну могу пошкодить на некий час, ничего страшного. Ну это ваше право. Ну, не здесь. Давайте не провокуйте. Смотрим всегда через интернет. Дякую. Вам так само дякую.
Ну. Вы мне его испекли. Мои ученики, которых я в школе учила, испекли этот хлеб. И слава Богу, что эти ученики не такие. Вы а что я? Продались. А что вы про меня знаете? Я в белорусской вёске отработала 3 года. Да, потому что не так, как вы думали. Ой, продались, вы кому продались? Мне нечего продаваться, мы с Россией один народ. Идите, поцелуйте одно место. Вот это ваш главный аргумент, поцелуйте. Не знаю, кого вы целуете и за какие деньги поцелуете. москальских халуев. Вот и ваш Боже мой. Бабулька, ДНР с ЛНР тут не прокатить. Вот одиное, что вы повинны ведать. Добро. Я вам не говорю за ДНЛ и РНР вообще ничего. А кто у вас прокатит здесь? Вы прокатите. Причем очень сильно. А что, я так само можу на концерт. А что ви одразу на мене накинулись? Ну, на концерт Соловьева. А по какой причине вот вы меня штурхаете? Кто? Ну, вас никто не Вы штурхает. представили, Галилас. кто вы такие, скажите. Вот скажите, пожалуйста, кто вы такие? Мне представился кто-нибудь. Где жетон на груди? Есть? Ви представники закону, або ви порушальники закону? Так, а по якой подставе? Мы взяли билеты, купили 1,5 миллиона, потратили, как потратили на вечерину. Я О, постой. Гра... Меня билет на концерт. Россия, это война! Россия, это война! Россия, это Война! Война! это война! Россия, это война! Дмитро Дашкевич Вот дурнова. спробуйте боронить громадські активісти, спробуйте боронити люди звичайні. Российской пропаганде! Нет! Кремлю! Нет! Путину! Нет! Хлусни! Нет! Путин! Это война! Россия! Это война! Осторожно, Мирозан, выйдет. Что вы, ну вы не бачите, что женщина тут? Что вы лезете? Он просто весь час пол закрывает. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Не кремлевской пропаганде! Не кремлевской пропаганде! Не кремлевской пропаганде! Не информационной войне! Не информационной войне! Не информационной войне! Не кремлевским халуям! Мы президента Лукашенко бороним от русского фашизма. О, любители театра. Чемодан, вокзал, Россия! 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 Живая Беларусь!
Вы не маете права. Не маете права. Руки прочь от Петра! Купить готовый! Ну добре, до капуста отпусти. Никаких таких напружений. 30-х годах зашуркали! Утрудили! Ой, народ! І тепер гадайте! Загубить Вову! Ви ж за що його? Ви ще ось за що? Нахабний! Ви ж за що Лукашенко? Ти з нас. Лев, Тільки ми лев! оборонимо. Со своей культурой хамской! Со своим матом! Стымай, стымай! Прочь с моей земли! Ти з нас, ти з нас, ти Лукашенко, за що? Не оборонимо. Слухайте, ну обидно. А что здарилось? Что здарилось? Что здарилось? Може хто-небудь потлумачить? Что вот тут на этой кропці здарилось? Здесь, вот этой группе. Ух ты! Ожидаючи представиться, есть? Благословленная ты мне женщина, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Кто это за Святая Мария, Мать Журналисты Божия, здымаюць, молись будь ласка, за будзе на нас. суде дакументальнае сведчанне. Што гэта за бандытызм? Ведае хто-небудзь? Што за бандыты тут такія? Ніхто не ведае. Дайте пройду. Руки выбирай! Давай-ка. Бандюки, давай! Ну, кто представится? Руки! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Великий человек. В кепке Нью-Йорка. Кто представится? Может кто-нибудь представится? Шикалось. Бандитизм! Россия, это война! Россия, это война! Россия, это война! Россия, это война! Вы руки уберите! Это война! Форму охраните! Я сейчас пихну. Что не боишься, что женщина тут стоит? Иди свою бей. Кто представится? Перестаньте провоцировать людей. Идите с Богом на концерт. Ганьба! 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 Что вы сказали? Дайте волю и свободу! Беларусь!
Ну я не розбиваю постійно на толпу, поки всі журналісти звертають увагу на одного, а не з іншого. Ну я так само хотів погрожувати. Но мы, тем не менее, будем раздавать пилатские фильмы про Соловьева. Соловьев лепший пропагандист в свете. Посмотрите, вот такой мужик. Вилла в Испании, отдыхаем в Америке, Запад ненавидим. Вот такой чувак. Посмотрите. Фильмы про Соловьева. Лучший пропагандист в мире. Фильмы про Соловьева. Соловьева. Хорошо, заходи в Facebook. Фильмы про Соловьева. Соловьев. Вот дурноватые шакалы. Ай-яй-яй. А, не моя. Мужиком мусор. Трофей. Фильмы про Соловьева. Соловьев лучший пропагандист в мире. Кто на концерт? Россия, это война! Россия, это война! Россия, это война! Россия, это война! Поки все ходить до шкетчу, можуть витягнути. Не информационной войне! Не информационной войне! Не информационной войне! Не информационной войне! Павел, вы смотри, какая у тебя свита. Прямо ты как король. Забрали растяжку. Так толкается, как больно. Мы за Лукашенко, а вы бандиты. Час поміняться може легко, розумієте? Добрый день. Расскажите-ка, что вы думаете? Чему? То, что вот кто это, позорище. А чему вы так думаете? Успокойтесь, Россия война. За мир, мы за мир во Ерунду всем эту вот мире, да. придурки, Хотя бы понимаете? Войны иногда. Мы прожили войну, хоть не дожили наши родители, а они что, и вы что видели? Но главное, Чего вы мирных людей, нам все пропагандируете, равно, кто по непонятно? национальности. Работать, работать и работать, да был порядок. И желать мира, мира Вот на бабуля земле. стала с флагом, что ей не заплатили, вот стоит. А кто ей платит? Ой, слушайте, даже мы пришли на встречу Соловьева, отдохнуть мы пришли. Поэтому... А вот як бы вы описали Владимира Соловьева? С чему вы пришли? За что вы его поважаете? За что уважаем? Просто он мне нравится. Он и ведущий, и хороший отец. И, слушай, ну как это? Не уважать его? Ну, Зрозуміло, добре, дякую. Сфотографируй меня, пожалуйста, на фоне Дворца Республики. я же выбила билет.
Все тут начинается как Вы в школе працуете? Я не шарю. У школе. У школе. Белорусская. 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 Вам Радсков бесплатно раздал билет. Они пришли на Соловьева. Ну, Радсков бесплатно раздал билеты. На Ляховича. На Ляховича. С Ляховича. Оказывается, приехала на Соловьева. Такая радость. Она сказала... Живе Беларусь! 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 Слава нашему президенту, який супроть русского миру! І він сказав, русского миру не буде! Соловйов – это русский мир! Не российской пропаганде! Не российской пропаганде! Не российской пропаганде! Не российской пропаганде! Не информационной войне! Не информационной войне! Не информационной войне! Путин – это война! Путин – это война! Путин – это война! Путин – это война! Мое мнение. Я в этом уверена. У меня в конце концов есть жизненный опыт. И вот этим вот халуям европейским я не верю ни одному слову. То есть они продались Европе, да? Вы знаете, что не столько Европе, сколько своей Путин идее. – это война! Какой идеи? В Путин – чем это война! В чем их идея? Путин – То, что это Россия война! это враг. А то, что Россия Не освобождала кремлевской Европу, пропаганде! тоже Беларусь, Не все мы освобождали. кремлевской пропаганде! И вот Чемодан, вокзал, Россия! Вот они орут. Чемодан, вокзал, Соловьев Россия! пропагандист, они считают. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Халуи! Халуи! Россия – это война! Сколько вам платит? Не кремлевским халуям! Сколько вам Путин платит? Хотите такой Украине За зраду России прямо забивают. Чемодан, вокзал, Россия! А ты чья рачковская подстилка? Чому русские отреклись от русского? А россияне? Ну, францужанин. Ну это ж нелогично. Ну. Еще 150 лет назад не было понятия украинцы. Были русины. Это вы Это откуда мы. прочитали? Это я летом был во Львове. И экскурсовод, львовская девочка, окончился Львовский университет. Она рассказывала, что это с подачи писателя Ивана Франко, там, кстати, его могила на Лычаковском кладбище. С подачи Ивана Франко 150 лет назад начали называться украинцы. До этого были русины. А от розкажіть, от краска, чому ви прийшли на зустрічу Володимира Соловйова? Чим вам, може, його близькі погляди, чому вам подобається? Просто человек нравится. Не говори, отец хороший. Вот именно. Отец 6 детей и успел. И ведущий хороший, писатель, и отец отличный. Они еще... Негативы еще везде. Ага. Я не знаю, что я услышу.
И я купил дорогой билет. С удовольствием. За миллион. Ну ясно. Скажите, а что вы хотите у него спросить? Как ему удается с такой быстрой реакцией, которая основана на высоком интеллекте, отвечать понятно. У нас повинны быть свои каштовности, белорусские. Мы живем у Беларуси. Слухайте, ви прийшли на концерт. Я не уверен, что вы поделяете мой пункт гледження. Так не орите, спокойно скажите. Придите, спокойно скажите. Вы не разумеете ни после 10, ни после 20 разов, как мы вам Знаете, сказали. когда нормальные люди просто говорят, это все нормально. Когда вот вы так орете просто на людей. Мы не только это для вас, нехорошо. выбачайте, А для там кого? люди сдалек идут. Ребята, кому не нравится, что они орут? Скажите честно. Мне подобается, мне подобается. Мне так само. О, всем нравится вообще по красоте. Да, никому не нравится ваш крик. Только вам не подобается. Вот вы такой человек, вот вы первый пойдете на наше здание российские флаги вешать. Это позор вообще. кричим, нет. Да это какой-то, честно говоря. Позицию выкатали, ну и все. Не кремлевской пропаганде! Не кремлевской пропаганде! Россия — это война! Россия — это война! Россия — это война! Россия — это война! Путин забойца! Путин забойца! Путин забойца! Путин забойца! Россия — это война! Россия — это война! Россия — это война! Сереж, быстро у тебя на этой погоде нагревается? Не союзу с агрессором! Не союзу с агрессором! Не союзу с агрессором! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов! Я говорю честно, это же нормальный человек не будет так орать. Соловьев клоун российской пропаганды! Да нет, я считаю, что это антисоциальные типы, их надо удалять от людей. Алло. А вы социальный. Ира, большие задышкаешь. Соловьев лучший пропагандист России. Ой, нет, мы пойдем послушаем. Так вот, поглядите, вся правда про Соловьева. Спасибо, не надо. Можете поглядеть. Да вы посмотрите, посмотрите то, что вам там не скажут. Спросите, почему в Америку ездит отдыхать. Как Запад ненавидит. Так ненавидит, как Запад. Вот за что я поехал. Ну. Нина, идите до нас. Я одна стою. Я расширяю. Тут подходит на ветреники, не хотите дальше. Все равно
Батьківщину, старую церковь. Едьте в Россию, что вы тут делаете? Беларусь, белорусская земля, мову треба делать. Нравится вам Крем, Путин. Едьте там служите. Там своих метров добраки напитывать. Нам таких янычар тут не потрібно. Пошел вон. Смеетесь. Снимать. Как первый раз в жизни. Ага, камеру. Еще одна. Отрабатывает. Кто? Ну вот мадам стоит. Что она отрабатывает? У нее все забрали уже, на вся штраф. Что она отрабатывает? А тут я вижу, вы отрабатываете. Нет, я ничего не Ну вот вас по вас видно, что вы отрабатываете. А у нее все забрали, даже дачу забрали. Да, за штраф. Конечно, я подписал, конечно, Продаж, третий продаж, Ну, клубников а наш. ведь Аукцион а ведь объяснили, хочешь забрать, отрабатывали. это банда. Вам бы так отрабатывали. Московских оккупантов. Им заплатить за мою пенсию, им гроши заплатить. Шубку отдела, ведь отрабатывали. Ходят. Ведаем, как в площадь в 10-м году они ходили, трутили нашу молодь тут. Ну и все. Ой, потяни, уже подтягивают пару человек. Уже тут передают. Банду новую. Давайте посмотрим. Остальные кому? Остальные они штатского. Не, все, не мешайте. Да. Я смотрю, что вы меньше разочарованы. Вы же хотели интеллектуальной беседы. Как вы оцениваете это, Владимир Владимирович? А что это? Вот кто все эти люди, они протестуют против вашего появления. А все эти люди тут сколько? Это белорусы, это граждане Нет, Беларуси. все эти люди тут сколько? Десятки людей, но это десятки граждан Беларуси. Давайте вы пройдете внутрь и посмотрите, сколько там граждан Беларуси. А вы не согласны вот с этим? Вот, Чем? Как вы оцениваете, в принципе? Я оцениваю, что мне их жалко, они кричат лозунги Жириновского, они ЛДПР. Там, кстати, фашисты. Бетон обычно кричал человек, там чемодан, вокзал, что-то. Они не смогли придумать ничего сами. Нет, это граждане Беларуси, они рассказывают. Я не против. Ну, это лозунг Жириновского. Дайте оценку этим. Не собираюсь. Это их право. Зачем вы вышли сюда? Посмотреть на ребят, не на вас, но вы же не даете туда не дайте посмотреть. Почему вы не уважаете суверенитет Беларуси? Я даже не смотрите. Почему вы не уважаете суверенитет Беларуси? Я не уважаю. Хоть в одной передаче остался, не да. какой? Я вам сейчас скажу. Была передача после аннексии Крыма, и Владимир Вольфович сказал, я хочу изменить свою фамилию на Крымскую. В ответ вы ему сказали, а не придется ли вам менять свою фамилию потом на белорусский или Казахстан? Это называется ирония. Что? Это называется ирония над Жириновским. Мне печально, знаете, что вы это так понимаете. каждой Я шутке вы Жириновского... знаете, что Нет, есть. нет, так это называется, что вы пытались домыслить. Зато вы дали юридическое определение, которое не соответствует оценкам других. То есть вы высказываете свое личное мнение. Это ваше право. Но сказать, что суверенитет Беларуси может журналист повернуть сомнению, смехотворно. Беларусь независимое государство с 91 года. И Громче слава говорите! Богу. Если вы так И считаете, очень хорошо. будете пропагандировать свои передачи, Мне не я надо буду ничего рад. пропагандировать. Я не как эта маленькая девочка, которая работает. Да не трогайте меня, боже мой! И от меня за бациллу пропаганду. Вы нормально? Я точно выгодный. Так вот, если вы посмотрите внимательно, то есть кажется, вы оскорбили. Да слушайте, ой, ну что вы думаете? Чем? Не первый Ой, раз. скорее, убегайте, убегайте. Вы оскорбили девушку, Чем? белорусскую. Вы хоть понимаете, что вы говорите? И она не белорусская. Я журналист. Ну, белорусская? Белорусский журналист. Нет, белорусская журналистка или белорусская? Белорусский журналист. Ну, по национальности вы кто? Владимир Адольфович, вы показываете себя как далекий человек. Вы показываете себя как очень далекий. Вы боитесь своей национальности? Я еврей, и этого не боюсь. Что вас... Так правильно, что вас так смущает? Это прекрасная страна. Напомню, в какое-то время здесь было 4 надписи на гербе, и одна из них на идыш. Это прекрасная история. Вы чего стесняетесь своей национальности? Оцените, Позор пожалуйста, какой. оцените, пожалуйста, Какой те- позор? Вы стесняетесь быть Оцените евреем. политику Это Александра трагедия. Лукашенко. Боже мой. Я не белорус, не имею ни малейшего представления. Что вы скажете этим людям сейчас? А я ничего не собираюсь говорить. Я хочу на них посмотреть. А почему вас это так А радует? почему они... Это ж смешно. А почему они кричат на русском?
Не, они на белорусском. Чтобы вы поняли, вы не поймете белорусского. Вы знаете, честно говоря, белорусский язык прекрасен. Смотрите, слушайте. И это ваша интеллигенция, вы этим гордитесь? Нет, я работаю. Вы работаете чем? Что гордитесь ими? Вот посмотрите, ну там человек 20, половину этих лиц я уже видел. И это все, что вы смогли рекрутировать с лозунгами ЛДПР. Бедные дети, бедные дети. Поэтому я могу сказать представители русского мира, еврейского мира, интеллигентного мира. Беларусь! Живет! Беларусь! Живет! Это же вопрос вашего определения, какого мира. А что такое русский мир? В моем понимании? Русская культура. А что может быть более? Ну вот они говорят, Россия это война, они говорят, Россия это оккупация. Ну они это нервные экспансия. люди, я же не врач-психиатр. Для этой цели необходимо, чтобы они нервничали. А белорусских Владимир Борисович, Спасибо вам за вашу работу. Здравствуйте. А можно Я приглашаю белорусских политиков, когда они с кем имеете хоть какое-то отношение к Беларуси. А если они кричат «Россия это война», я представляю, что они будут кричать, находясь рядом с американским посольством. Ну, что они будут, я надеюсь, эти же люди кричали перед посольством Франции по поводу Ливии. Спасибо. Спасибо. Белорусских политиков почему не приглашали? Ну, я обратно... Спасибо, конечно. Кстати, опять, куда делась милая интеллигентная девушка, стесняющаяся своего еврейства? Что случилось? Она не хочет поговорить? Владимир Рудольфович, я за нее, я не стесняюсь белорусского. Это не значит, что я за Россию. Редко где в этом. Ну, я недоволен приемом. Отлично, обнимать, там включать нас под суд. Вы не свертаете увагу на то, что... Так вы сюда камеру направьте, покорите, сколько людей пришло. Ну, Гитлер написал, Так вы что, демократ? Так. А если Ну, демократ, вы считаете, стильный что прием, мнение Вики Ивановна, 10 важнее, чем мнение 1000? Я думаю, Это не Владимир, мы очень рады, что вы приехали. Я вас очень ждал. Все программы вас смотрю. Спасибо. Мы одно целое, Владимир. Конечно, купленный один. Не все мы. Но я за себя имею в виду. Кто думает так же, как я. Было мы. Я понял, я не за вас, извиняюсь. Сказавшим своим... Чуваки, красиво, мы пойдем внутрь дороги. Там мы вышли, что там? А бабульки-то что? Дайте сами до Большевицы. Оскар, я не чарка, я не чарка. Нічого іншого, як русський мат. Что? Нет, все. Ну вот, Дядька, вы старый и уже и... Вам могло присниться, что про 70 годов в Германии современная спасает украинцев. Вот вам все. Кто их задушили уже совсем? Нет, подожди, я еще повыступаю. Это что? Я говорю, где мы живем, в какой стране, что люди такие... Это несанкционированный митинг, меня уже трясет от этого. Подождите. Если милиция, сразу Евросоюз, нарушение прав. А давайте поделитесь, я знаю, вот про что вы спросите. Пошли вы, я вам митинг А вы хоть верите, кто мы? или нет? Я журналистов не уважаю. Это да, это понятно. Мы за Россию практически все, маленькая кучка. Все правильно. Все за Россию. Не, ну митинг Но нам же не платят. несанкционированный, понимаете, в чем дело? Никто не платит. Нам же не платят за это. Ну, ни милиции, никого нет. В центре города, вы меня простите. Они там по-украински половину разговаривают. Больше, чем все остальные, вот здесь орут, кричат и все остальное. Что вы хотите в Да, вот расскажите, ну я буду по-русски, потому что вы белорусскому. Я пришел сюда, потому что очень уважаю этого человека. Что бы о нем ни говорили, там про кремлевские, там его какие-то проституции и прочее. Я его сужу не за его политические взгляды, а за то, что он большой умный, он эрудит.
Я слушаю радио ФМ, его передачи, полный контакт. Он поднимает темы любые. Он не просто дилетант, который по верхушкам что-то знает, а он глубоко знает тему. Если он о чем-то говорит, он ее знает. Поэтому вот эти вот крики, вот этот шум, там, вокзал, Россия и прочее. Я здесь живу 40 лет. Я попал сюда по распределению из Москвы. А сам родился в городе Горьком. У меня дети, у меня жена белорусская, у меня дети, скажем так, наполовину белорусы. Я учителем работаю, я в театре работаю, я в театре сейчас работаю. Я столько сделал тоже для Беларуси. Я считаю себя белорусом. И не считаю, что нужно делить белорусы, русские, украинцы. Это все одни и те же люди. Генетический фон, или как правильно, генофонд у нас один. А то, что начинаются эти вот вещи, ну, с пены у рта кричать, орать, к чему вот, это ведет? Олеж, Ни к чему. Сами подумайте, что вот часто людей прийшли сюда послухать, хтось супроть, так и якби... Не, ну пускай не кричат, а кто им мешает? Ну не кричат, им удовольствие покричать, не удовольствие послушать этого человека. Просто ж повинно быть покричать некая... я могу на кухне с женой. Поэтому, ну если им нет выхода их энергии, ну пусть орут. Поэтому я против них ничего не имею, ни против кого. Но, когда начинают оскорблять людей по национальному признаку, я считаю это подло. Это уже пахнет шовинизмом, нацизмом и всем остальным. А вы лично, что Соловьев николи не ображал? Я никогда не слышал, что он оскорбил какую-нибудь национальность. Он сам еврей, а я вот русский. Да? Ну вот он только него... что журналисту, коллегу сказал, что она не белорусская, а габрейка. Какая? Ну, не белорусская, а еврейка. Она еврейка? Да, но журналистку коллегу. Я ее не видел в паспорте, я не могу ничего сказать. Вот тут я ничего не могу сказать, ребят. Я слухами никогда не пользуюсь. Если бы я слышал сам, я бы вам сказал, а я что? Добре, поэтому все. удачи вам, всего хорошего, да, процветания вашей Ниве. Нашей Ниве. Была хорошая. Они друзья, расскажите, вот про что вы... Про что вы кажете, ну, что вы обмерковываете? Газета «Наша Нива». «Наша Нива». Можно вашу аккредитацию? Удостоверение? Да, могу, конечно, без проблем. Я быстро отвечу, но мне на вечер Соловьев. Да, конечно. Вы можете быстренько задать пару вопросов, я вам отвечу. Никита Сергеевич. Да не, я не буду. Ну, в чем вопрос? Да, вот что вы обсуждаете? Мы же обсуждаем. Мы обсуждаем, этих людей обсуждаем. что это все показушно, первое. Что здесь камеры, западные камеры, BBC, NBC, они провоцируют милицию, чтобы их быстренько разогнали. Потом во всех западных СМИ будет такая картина, что здесь 10 тысяч собралось, и власти силой всех разогнали. Вот и все. Они же провоцируют, вот видно по ним. Они же провокаторы, вот видно. Белобрысая там на кого-то, да? внимание, что второй немного не находит. Да нету, их от силы 30 человек. Да тут камер больше, вот если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, у нас стоит 5 человек. Ну, але вот як ви думаєте, не мають права виходити? Нет, они имеют право, допустим, я понимаю, они бы стояли, но они шарут какие-то, как умалишенные. Стояли бы, говорили бы, вот мы против, я кто против, хорошо, ваши имеете право. Их 5 человек, но эти 5 человек должны создать массу. И эта масса, вот они вот лепят и лепят. Я, допустим, тоже пришел послушать, я не совсем, может, всегда согласен с Соловьевым. Но, тем не менее, мне интересна его точка зрения, как точка зрения. Они орать, как это умалишенные. Обратите внимание, 3 человека кричат, 3, да. все. 3. Нету единомышленников. Я не знаю, за что им грант платят, ребята. Вопрос в другом. Если они не согласны с мнением Соловьева, у него же есть возможность на его же выступлении задать вопрос конкретно, по существу. А речевки эти банальные, простые выставлять для чего? Цель какая? В чем дело? Он принуждает, допустим, к агрессии против Украины или чтобы здесь что-то сделать? В чем причина, как бы, и цели? А вы как думаете? Что я думаю? Ну, чему ты... Отрабатывают деньги, все банально просто. У нас есть пример живой, то, что происходило на Украине. Люди, которые выходили на Майдане, которые призывали людей для того, чтобы свернуть преступный режим Януковича, вот, то, что разворовывает страну, они здесь сейчас, в Раде находятся. Выложили Е-декларации, в которых миллионы евро, долларов, гривен. Они заботятся о чем-то? Нет, конечно.
Вот. А те, кто повелся на их призывы, они сейчас где? В нищете находятся. Зарплаты низкие, коммунальные поднялись. Ну, то есть как бы они потихонечку выходят на уровень Европейского Союза по тарифам, вот, по ценам, но не по зарплатам. Что они сейчас, не знаю, к чему призывают. В чем пропаганда? Хорошо. Нет кремлівська пропаганда. В чому пропаганда? Ну, Чому може, призивають? вони лічать, що от ту ідею, яку несе по телебаченню Соловйов, що от вона... Слушайте, ваш ресурс тоже уже та пропаганда, можно сказать. Серйозно? Ну да, серьезно. Если так посмотреть, можно сказать, ваш ресурс очень вообще конкретная пропаганда. Ну и тем не менее, кто-то ж вас читает, никто ж не ходит, никто не кричит «Наша Нива» или что-то. Ну так вот, я про то так кажу. зачем он так говорит? Зачем он так Вы говорит? заслуживаете самых разумных, самых национально Я вот вас сведомых конкретно людей. выдушил. Вот Вы вас конкретно штрафуете. пришел и выдушил. Молодым Кого я людям штрафую? не за Я что. вообще не из органов. Что вы ко мне пристали, А гражданочка? вы их обороняете. Вашими Кого? словами вы Кого я обороняю? обороняете. Словами Эти я органы. обороняю. Ну, А значит, да. если я их обороняю, по вашей логике я вас притесняю. По вашей логике, да. Получается По так, вашей ну логике. елки-палки. Я понимаю. Не, ну по логике. Не надо. Ніяких союзів з імперською Росією! 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 Незалежність! Незалежність! Совсем и со ступой. Ну это вообще, это просто, да, завидует. Беларусь живее, ну без вас. Флаги поцепили на нормальное это древко, а то вообще на какие-то непонятные палки. Это позор для флага. Флаг же есть, Позор, символика флага должна соответствовать размеру. 90 на 60. Позор, блин, этим несчастным. Мне их жалко. Надо, наверное, их пожалеть. Ну да, нет такого, особо вот этого. Не дали, вы чуете, какая? Послухаем, Янка Купала, «Вірш «Белорусские сыны», написанный в 1919 году. Янка Купала, «Белорусские сыны», 1919 год. По белорусским битым шляху, б'ючи в кайданові звони, прийде чужинець. Скажу ваших, есть такая кошка. Подождите мне, тут стоял пацан. По слугах, Хто? Белорусские сыны. Над белорусской бедной хатой, як полка вирвана струни, струна та гроб, як полка вирвана струни, висить в чужий стяг, а тримає хто? Белорусские сыны. У Білорусі спів чужацький, як над костями горогани, кромчать чужинці, а їх кладом хто? Белорусские сыны. На белорусским буйном поле з весни до нової весни растуть крижі, а під крижами хто? Белорусские сыны. Дякую за увагу, сынки, і не тільки сынки.
Микола Савицкий. Профессор. Пробачте, коли ласка, що ми вот так Профессор, перший вязень на Крещина. Это зафиксовано у пирамидской печати. Перший обещал голодовку на Крещина. Сябри, всім великий дякую за уділ в сьогоднішньому мероприємстві. Ми прийшли сьогодні сюди. Не чапайте с метра. Я бачу, вам тесно. Ми прийшли, щоб засвідчити своє неусприйняття російської пропаганди. Нехай може приходить покуль, що не шмат людей, але тим не менш, я думаю, це позиція многих і многих білорусів. Ми записали сьогодні 100 дисків DVD з фільмом «Хуй з містер Соловйов». І ті люди, многі з яких приходять тут по безплатних квитках, можливо, не ведають навіть, куди йдуть. Ми їм роздали гэтыя фільмы, і в прынцыпе гэта акцыя была менавіта для іх, каб ім распавесці пра Салаўёва, ілгуна, хлуса, ідэолага вайны і забойстваў. Сам Салаўёв, натуральна, нас не цікавіць, ён тут выходзіў, но я думаю, з такімі людзьмі нават няма пра што размаўляць. Бог пра іх кажа, не кідайце перлаў перад свіннямі. То бок, калі сам Ісус Христос вызначае пэўную катэгорыю людзей за свіней, ім уже няма што даказваць. Мы патлумачылі тым людзям, якія, мажліва, не ведалі, што гэта такое. І таму ўжо, як мерапрыемства пачалося, хто жадаў, напэўна, прыйшоў на гэты канцэрт Шута Салаўёва, мы сканчваем наша мерапрыемства. Вялікі дзякуй всім, хто прыняў удзел, журналістам за падтрымку. Добра. Мы тебе хотим проводить. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Це стало для вас нечаканістю те, що знайдуться білоруси, які будуть крушити Росію? Не, не стало нечаканістю. Для мене, ведаєте, було б нечаканістю, каб яны не знайшліся. Каб яны не знайшліся. Лукашенко 20 гадоў вырощваў структуры рускага свету. Нават калі там нехта кажа, ён цяпер павярнуўся, ён цяпер адумаўся. 20 гадоў ён садзіл патрыётаў і заганял іх в асфальт. І мы бачым, в прынцыпе, і сёння нас тапталі в асфальт. По якой прычыне? Мы ж тут не выйшлі ні на рэзідэнцыю Лукашэнкі пратэставаць, да? Таму што это структуры расійскага свету. Это генералы, яны скончылі расійскія установы. У іх кабінетах вісяць расійскія сцягі ДНР. Яны в сваіх суполках, там, в сацыяльных сетках усхваляюць тэрарыстаў ДНР і ЛНР. Гэта структура расійскага свету. І Салаўёў ёсць тым чалавекам, які прапагандуе вайну, прапагандуе забойствы. Таму для нас не дзіўна, што яны вырасцілі за гэты час такіх сваіх прыхільнікаў. Дмитрий, у тебя все с каждым разом все ахова повеличивается. Не боишься, что разорится режим, что столько аховников? Мы на то и працуем. Чим більше акцій, тим більше ахови, тим худший падзе російський беззаконний режим Білорусі. Супраць війни, так. Ми маємо приклад російсько-грузинської дружби, російсько-української, російсько-сирійської. А як ви думаєте, спитаєте, чи використає Соловйов у своїй наступній передачі оповідь про ось таких білоруських бандерів? Він там може використати все, що завгодно. Я думаю, було б горш, каб він прийшов, а тут його зустрічають з хлібом з солью. Пару шутов. Это было бы горше. И они бы пропагандовали в России, что это их земля, мы пришли, мы тут робим, что хотим. Сустракают, но без хлеба и без соли. Вы не вельми. А вы? Подумайте. Ось таким чином завершилася акція. Дмитрий Дашевич розмовляє зі своїми прихильниками. Є ще кілька чоловік, які... А что, больше эти все? Формально нас никто не довольный. Что недовольны, кто-то Круглые, полные такие, белорусы поджатые, вот я вступал такие.
чешаю. Дякую. Пішли разом, ти не ведеться. Я ж отдал кому такими. Молодые кадры растут. Даже Лена.